наши посты, идет снижение за пациентом. Можно дальше пройти еще. Посмотрим, зайдем в один из боксов. Ради Кричкодира, глава республики, Олег Иванович Назаров, председатель правительства, на вход пришли. Просьба тогда доложить о количестве пациентов, сколько находится здесь. Ну, мало врачей, много больных. Больных много, да? Сейчас на данный момент стоит 25 человек, из них 5 на ИВЛ, на неинвазивной, на экипаже неинвазивной вентиляции легких. Врачей не хватает, да? Врачей не хватает. А рост идет. Мы, собственно, хотим вот понять, что нам дальше делать. Рост идет. Я думаю, что одна эта клиника не справится сейчас. Врачи приходят дополнительные, принимают, ну, вахту, на определенное время уходят. Эти вот реаниматологи здесь... Это штатные, которые у нас в штате Движение инфекционной немножко больницы. происходит с персоналом. Тогда покажите нам, пожалуйста, пациентов, которые на инвазивной, На инвазивном? на инвазивной, да, и на неинвазивной. Зайдем, что ли? Доложите, пациентам. На ИВЛ переведена Здесь нарастание дыхательного недостаточно. со среды до 3 дня на ИВЛ. В принципе, ну, пробуем ее сейчас... Отключить от седации медикаментозно и уже планово экстубировать. Сама задышала. Да. Потому что на 50% кислороде она, в принципе, просто удерживает. Таким. То есть улучшение какое-то. Да. И посмотрим со стороны органов систем, как будет. А сколько лет? О, Пожелаю, да? нет, она не сказала. 5-4 года. Сопутствующие получили. Да, сопутствующие. Вот это так. Да, ну тут Это фрагмент работы. она лихорадит. Скорее всего, это нарастание будет. Больная стабильная, на перевод готовится. Уже отделение, да? Не туда его, слава Богу. А то прихватилось легче раз, наверное. Ну, слава Богу, что вас все-таки переводят лучше. Ну все, вот больше не надо болеть. Выздоравливаете, чтобы... Самая виновата. Было холодно, я давай простудились, Да, наверное. да, да, А да. вы откуда? Вы с Уфы или откуда? Здесь Волгореченск. Благовещенском приехали, Да, да? да. Ну, выздоравливайте, пожалуйста. Не волнуйтесь, у нас тут и врачи сильные, лекарства у нас все есть. Все есть, лишь бы вы себя выздоравливали. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо. Находясь на неинвазивной, Да, они оба. Сейчас уже... Это вот позиция, когда пациента экстубировали, перевели на самостоятельное дыхание, но с целью поддержки как раз вот одна из таких методик, которая помогает. Перспектива, все, что вас в общей палате уже подходится, да? Да, Идем? Идем, да? Да. Давно болеете? 70 дней. Да? А где прихватили, не знаете, на работе или где-то в общественном месте? Я живу на даче вообще. Вот так вот, да? Да, и все лето никуда не вылазил. Ага. Не бояться куда. Получилось неожиданно. Резкая температура, да, или как это получилось? Температура. И, как она называется, интегральный шторм. Вот так. Из-за него все болит. Давайте, на здоровье. Очень здорово. Больше не болейте. Больше туда не попадайте. Поможете? Поможем. И врачи. Да, куда-то, да. Маску наденьте. Масочку одевайте. Дышите кислородом, пожалуйста. Одевайте, одевайте.
терпеть надо. И врачи, посмотрите, сколько маски. Так что вместе давайте выкарабкивайтесь. Не ходи, бывает. Бывает. Но самое главное, что вот на улучшение, да Бог говорят, идет, чтобы вы больше не болеете. Видите, как получается. А так условия здесь все, здесь вот тоже, если руководил, да? Да, здесь можно. А все есть. Когда пациент тут поступает, здесь можно их обработать сразу. А вот, да, они заходят сюда, да? Здесь, если необходима обработка, переодевание, нашу одежду и уже в отделение. Большое спасибо, каторжная работа у вас. У женщин каторжная работа. Это вообще. Спасибо, до свидания, здоровья. До свидания. Аппарат, к сожалению, используется на полную мощность, очень кстати, то есть мой пациент по рекомендации Министерства здравоохранения стандартно полностью клиника всегда имеет возможность провести КТ, это дает какие-то диагностики. Сколько вы уже сделали компьютерных снимочек? На сегодняшний день? На сегодняшний день 38. 38. То есть каждый день несколько десятков вы делаете? Но вообще уже Вот это. Спасибо. Спасибо большое. Доброго здоровья. Это две буквы и в конце этих двух палаток. Это боксы, да, получается? Да, вот это. Рождение заполненность у нас большая. Практически все коридоры. Работаем? А? Ну, немножко есть, конечно, но ничего. Вот, в принципе, мы видим сейчас эффект главный, да, отключения. Мы видим, что получается. То есть научились лечить, да? Да, то есть приятно видеть, когда пациент, допустим, большой процент поражения даже поступает, и когда он сам дыша, без всяких дополнительных даже. Мне кажется, который дома еще амбулаторно, конечно, тоже принимать, да? Ну, то есть мы всегда рады, да, но даже пациент, с которым мы потом на связи остаемся. Ну, коридорчик пока есть. Коридорчики. А у вас еще вот есть, получается, если так. Да, да. Вот мы и пришли, поэтому посмотреть, как здесь дальше, чтобы принять решение, что нам дальше делать. Потому что количество увеличивается. Чувствуете ли нам дальше? Однозначно, конечно. А есть какие-то особенности вот осенние или также болеют? Ну, знаете, у нас когда открывали, да, вот выполняли год, когда открывал, поток был большой. То есть сразу по 30 человек принимали, поэтому ситуация похожая. Просто другое дело то, что летом действительно был спад. У нас все равно были пациенты, но, по крайней мере, как бы все не бежал. У нас летом где-то до скольки опускалось? Да, то есть вот совсем да? Ну, у нас... Но здесь мы все равно здесь пустовало, чтобы здесь наоборот наши больницы все освободили, а здесь пациентов скучать не давали. Лекарства есть, все есть. Да, то есть даже если какие-то моменты случаются, сразу за пишем, а мы все быстро решаются. Но я каждый раз говорю, вот ссылаясь на вас, что самое главное, врачи научились лечить. Это самое главное, мне кажется. Это уже какой, 8-й у вас протокол, да? 8-й, то есть вы вот так вот путем ошибок и искали такой наиболее эффективный способ. Здравствуйте. Видите, пожалуйста. Здравствуйте. Как здоровье? Стараемся, лечимся.
Тяжело? По-всякому, но сейчас намного легче стало. Дай Бог, ладно, и вот все, слава Богу, вот все-таки на условия как нормально? Врачи хорошие. Врачи хорошие, добрые, все уважительные, отзывчивые. Очень уважительные. Ну, тогда четвером, в принципе, нормально. Четвером дойдет нормально, да. Хотя муж рассчитан на одного. Вы с Уфы или с района? Я с района. С района тоже не С района, стали. Каменская, а вы Чепогуш. Чекмагуша. Ну, то есть вот мы сюда. Ну, здесь все-таки, видите, новая больница, врачи, оборудование, все, КТ нужно, если сделать. Кормят, ну, понятно, что Всё это хорошо, больничное, всё нормально, да? Нормально. Наше время. Всем довольно лечение, хорошее питание, хорошие Ну, врачи. самое главное, выздоравливайте скорее домой. И рассказывайте всем, что с этим шипить не надо. О, теперь уж мы знаем. Знаете, да? Что это такое? Это такая неприятная. Ладно, будьте здоровы, давайте. Спасибо большое. Спасибо. Такое отношение. Большое спасибо. Здоровьте, спасибо. Спасибо. Это все красная зона. Это красная зона, но это рабочее место врачей. То есть заполнение документации. То есть они все это делают тут в жизни. А тут питание 4 раза в день, как это? Здравствуйте. На входе глава республики Раисович Хабиров, председатель правительства. Жалобы есть у вас? Вы с какого района? Я вообще приезжий из города Норильск. А как попали сюда? Приехал, температуру попал, похоронил. И уже прихватило. Да, прихватил больнице. Ладно, с родными связались, все нормально? Да, все нормально. Все, у вас связь есть? Ладно, выздоровьте. Помощь оказывается всем. Ничего, нормально вас. Вот молодой же, как прихватил? Получилось так, положили. А где прихватил? Сам не понял. Не понял, да? Вот так. А по самочувствию нормально? Все хорошо, все температура свободна. А была температура тоже, да? 39,5, знаете, и вызвал скоро. И слава Богу. Слава Богу. А вот если бы дома был и... Не стал искать. Правильно, значит правильно. Вот это, лишь бы вот людей научить, как только сразу лучше больницу. Заранее. Спасибо. Тут уже вот, к сожалению, вот эти надо, что в коридоре. Не все вместе Я вот хватает. Поток идет страшный. Я боюсь, как бы нам вот и ту половину сейчас не пришлось. Когда выписывать будете? Через несколько дней, наверное, Ну, я заведующий отделением, мы освобождаем палаты, переводим, в принципе, то есть где-то сутки. то есть у них вот они не все время. То Не есть всё он время, полежал сутки, сутки двое и заходит в палату. Вот сейчас как раз могу показать палату, сидит, только перевели, освободили места для новых поступающих, И чтобы сразу в очереди, идет. да, и сразу идет прием, уже постели готовы, привязали, у нас 4 места. Здорово. Спасибо. Это у нас вход, это у нас процедурный кабинет. А это вот вы приготовили вечерний посуду. Да, вечерний процедурный. Я вот удивляюсь, вы мне объясните, как ваши медсестры в перчатках вену находят? Они сейчас здесь рядышком, можно. Профессионалы. Это вот я говорю, в перчатках. Лечение возьми. Вот научились, да? Научились, ага, у нас. Ага. Это вообще удивляется, как бы. Пойдемте. Здравствуйте. На входе глава республики Раисович Хабиров, председатель правительства, лидер штаб-зала. Пациенты вчера поступили и сегодня перевели в палату. Чуть-чуть, да. Но придется полететь. Откуда вы родом? Я город Уфа, Ленинский район. Ну ничего. Как условия здесь? Условия хорошие. Погода нормальная.
Хотя я вот как больничный, где, знаете, когда и буквы нормальные, условия, врачи всегда как бы... Здравствуйте. Когда обращаешься, они просто подходят и делают все, что нужно. Дай Бог, вот мы Спасибо. и хотели, чтобы после такой тяжелой болезни условия. Насчет чистоты верно. Мы Даже- очень довольны. Спасибо вам. Да. И спасибо людям, которые обслуживают это, и И персонал, персонал, и который комиссия. убирает, и который Ну да, кормит. вот и я ко- смотрю, Мы идеально, очень что да. довольны. Нет, это не просто там, вот, чтобы устроиться, а говорим то, что Ладно. Ну, теперь здоровье. А вот где вы думаете заболели? На работе, на улице, в общественных местах? Так сами не задумывались? это может в любом месте, Любом хотя месте, вот масочный режим, вот тетя Ирина, я вот, мы постоянно, я даже на работе одевала маску. Все равно предплатила, да? Да, да. Это может быть как, понимаете? Обычный магазин взял бутылку, домой принес молоко, ты его, может быть, не так домыл, там, или еще что там, сколько продуктов такое виде. Да, люди ж пробуют. Да, это никто от этого не застрахован. Ну ладно, здоровье. Спасибо. Здоровье. Здоровье. Вот у нас палаты, да, стоят, и коридор, да, У нас еще вот получается вы... сегодня ночью. А вот на пике сколько было? На пике сколько принимали? А вот самый большой, 400 где-то бывало? Вот еще мы до 400 не доводили, пока. А, Мы это уже уже максимально 380 бывает, бюджеты времена. Поэтому мы можем поставить. Который сделать, который возможно, запустил диплом. Это вам сколько капельниц? Сколько капельниц получилось? Это огромное количество, да? У вас 4 семьи, получается 4 в каждой палате, 3 в реанимации и еще все коридоры, да, 4 семьи. А по стандартам получается по одному должно быть в палате, по одному, да, и без коридоров. 100 человек должно быть. То есть 4 семьи это 5 раз превышение норм, которые обычно. Медсестру 20. Да, ну вот получается 5 раз нагрузка. Спасибо большое. Спасибо себе, дорогие. Спасибо. Почему мы здесь в красной зоне? Посмотреть хотели, как обустроено. Мы же здесь вот с Андреем Игнатьевичем как больницу сдали. Мы были здесь, когда завершили строительство работы. И хотели понять вот, правильность нашего решения и правильность самого проекта. Потому что, ну, во-первых, к нам уже 6 субъектов обратилось, и в 2 субъектах начало строительство. Вот, хотели понять, насколько врачам комфортно, людям и какие технологические ошибки есть. Вот пока всех хватит. Пока я думаю, что проект вот неожиданно получился довольно удачный. Вот будем думать о его тиражировании. В палатах много пациентов, в коридорах лежат люди. Рост тяжелый, идет рост. Мы на оперативном штабе ряд решений приняли, о них я в понедельник скажу, и в указ внесем изменения. И что пугает, вот мы видели пожилых людей, эти картинки, к сожалению, надо и показать, чтобы люди видели, что их не надо, на БЛ лежат очень в плохом состоянии. Все это не шутки на самом деле. Поэтому... А так получилось рабочая совершенно. Она может быть там не многоэтажная какая-то величественная. Это вот такая рабочая лошадка больницы получилась. Для периода тяжелого эпидемиологического самое то. Ну, знаете, вот здесь же было важно в свое время построить быстро, да, но при этом не было проекта. По сути, мы одни из первых в стране сделали проект. Ну, он индивидуальный, нет такого второго проекта. И было важно не промахнуться технологически, чтобы было удобно привозить пациентов, лечить. И сегодня Анатолий Александрович предложил посмотреть изнутри, прежде чем принять решение, стоит ли нам опираться именно на этот проект в дальнейшем, из-за того, что пока распространение не прекратилось коронавируса. Поэтому мы прошли, спросили пациентов, спросили врачей, поняли, что чуть-чуть есть некоторые вопросы для доработки. Но в целом мы теперь понимаем, почему 6 субъектов Российской Федерации взяли этот проект за основу для строительства ковидной госпиталя.
Вот. Но самое главное, что мы довольны тем, что мы сумели вовремя тогда ее сделать, и за это время уже несколько тысяч пациентов получили хорошую медицинскую помощь, и, по сути, остались здоровы, многие живы благодаря этому. Это очень важно. А личное впечатление как, Владимир Борисович? За врачей горжусь в тяжелых условиях. Я вот тут хожу там сколько-то времени немножко. Я весь мокрый. А врачи по несколько часов работают. Очень тяжелая нагрузка для врачей. Каждый раз я им говорю спасибо. И, конечно, людей жалко, которые попали особенно в тяжелые стадии заболевания. Но я думаю, что в таких условиях все-таки мы им даем больше шансов на здоровье и на жизнь.